Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Беспилотник самолетного типа в небе над Татарстаном. Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы перенаправлены на запасные аэродромы. Что известно об очередной атаке беспилотников на республику, расскажем далее. Между ними химия. Благодаря усилиям наших химиков и нефтехимиков мы стоим на пороге реализации новых проектов. Как в Нижнекамске отметили День химика, увидела Вероника Гайнудинова. Татарстан стал самым читающим регионом России. Как человек, как писатель, боюсь потерять своего читателя. О том, как объединить читателей, книжные издательства и библиотеки, и чем сможет помочь единая цифровая платформа, расскажет Алия Хайрудинова. Татарстан сегодня снова подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны. По информации ведомства, в небе над республикой сбили один из них средствами ПВО. Как только в воздушном пространстве Татарстана возникла внештатная ситуация, Росавиация приняла решение закрыть аэропорты в Казани и Бегишево. Столичный был закрыт почти на 3 часа. Полеты возобновили в 14:05. За это время были отменены или перенесены около 10 рейсов. В официальной группе Нижнекамска сообщили, на промышленных предприятиях в целях безопасности днем были эвакуированы сотрудники. Пресс-служба РАИСа проинформировала, в Татарстане отработана схема действий при возникновении внештатных ситуаций. Главная задача – обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. В 3 часу дня мэр Елабуги Рустем Нуриев подтвердил, на территории района уничтожен беспилотник самолетного типа. Схожий атаковал сегодня Белгородскую область. Он тоже был сбит средствами ПВО. Татарстан по-прежнему находится во власти антициклона, а потому жители республики ждут температурные качели. В ближайшие сутки сохранится прохладная погода. Ночью столбики термометров могут опуститься до -5. Днем будет ветрено и без осадков. Однако уже в выходные ситуация изменится и придет по-настоящему летняя жара до +30. Местами пройдут небольшие дожди. Сегодня в Москве прошли переговоры на высшем уровне между Владимиром Путиным и королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль-Халифой. Монарх ближневосточной страны прибыл в Россию с официальным визитом. И одно из первых мероприятий, которое прошло с участием гостя – встреча с раисом Татарстана. Республику и государство Бахрейн связывают давние дружеские отношения. И сейчас у обеих сторон намерение увеличить и экономическую составляющую во взаимных связях. О том, насколько важен визит монарха и какую роль в международных политических процессах играет Татарстан, в специальном репортаже Дины Газалиевой. Король Бахрейна в Москве с официальным государственным визитом не впервые. Как принято в таких случаях говорить, наши страны поддерживают активные дипломатические отношения и постоянно ведут политический диалог. Что важно для нас, в эти процессы вовлечены и регионы страны, в частности Татарстан. Монарх прибыл в федеральную столицу накануне и сразу включился во все деловые процессы. Все политологи и эксперты в один голос отмечают, что это первый иностранный визит в Россию после инаугурации Владимира Путина. Все не случайно. Ведь именно Бахрейн сейчас страна-председатель в Лиге арабских государств. И потому, конечно, такое дружеское расположение к России, к регионам, Татарстану важно и заметно. Руководитель Татарстана неоднократно и ранее встречался с господином Хамад бен Исой Аль-Халифой и наследным принцем ближневосточной страны. Взаимное дружеское расположение дает и экономические результаты. Товарооборот между нашими сторонами заметно вырос. Но самое главное – это общность интересов и стремлений. Для нас большая честь видеть вас в России и пожать вам руку, увидеть вас энергичного, крепкого. Поздравляю с успешным проведением Лиги арабских государств. Большое мероприятие. О прошедшем недавно в Казани форуме «Россия. Исламский мир» тоже зашла речь. Делегация Бахрейна прилетала в столицу Татарстана, а член королевской семьи является активным участником профильной группы стратегического видения, которую возглавляет Рустам Минниханов. Об атмосфере состоявшегося в Москве общения можно сказать, оно было максимально дружелюбным.
А одним из важных моментов, который подчеркнул монарх в беседе с Рустамом Миннихановым, роль Владимира Путина в поддержке российских мусульман. Мы замечаем теплое и уважительное отношение его к исламу. И, конечно, все религии мы мирно существуем совместно. Спасибо большое. Тема уважительного отношения к исламу для гостя с Ближнего Востока действительно важна. Ведь это сигнал всему миру, что Россия дружелюбна. Сознанием дела об этом говорит Алексей Скосарев, посол России в Бахрейне, который также принимал участие во встрече. Такое взаимодействие российских регионов с страной, в которой вы сейчас представляете Россию, чем важно? Бахрейн здесь занимает видное место в силу его независимой и беспристрастной позиции, прежде всего, в отношении международных конфликтов. Бахрейнцы, несмотря на сильнейшее давление извне, проводят самостоятельную линию. И в этом плане участие вашей делегации, Татарстана и других регионов вносит несомненный вклад. Возможно, что в свой следующий официальный визит в Россию король сможет посетить и Татарстан. Об этом тоже шла речь в ходе встречи с раисом республики. И сегодня череда официальных мероприятий продолжилась в Московском Кремле. В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами. Завершая общение, Владимир Путин пригласил дорогого гостя осенью посетить Казань и принять участие в саммите БРИКС, а также преподнес королю подарок – премиальный автомобиль «Аурус», который собирают в Елабуге. Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, Матвей Шинкаренко, ТНВ, Москва. В эти выходные в стране отметят День химика. Сегодня в Татарстане центром торжеств традиционно стал Нижнекамск. Сюда приехал Рустам Минниханов. В парке «Нефтехимик» собрался почти весь город. Нефтехимия – важнейшая составляющая экономики Татарстана, а здесь сосредоточены такие крупные компании, как Таиф НК, Танека, Нижнекамск нефтехим. Как поздравляли нефтехимиков и с какими достижениями они встречают свой праздник, репортаж Вероники Гайнудиновой. Все химики сегодня в парке нефтехимиков. Это самый центр Химграда. Сегодня в Нижнекамске живут 280 тысяч человек. И буквально каждый второй работает в нефтехимии. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. На площадке работают интерактивные зоны. Дети знакомятся с химией через творчество. Рядом выставка картин, на которых изображено производство. На велошредере можно переработать пластиковые крышки. Поздравить нефтехимиков в город приехали раис республики Рустам Минниханов и руководство Сибура. Сегодня мы чествуем химиков, которые своим упорством и самоотверженным трудом вносят значительный вклад в развитие промышленного потенциала нашей страны. Татарстан всегда славился своими научными достижениями, инновационными разработками и перспективными проектами в области химии и нефтехимии. Нефтехимия – важнейшая отрасль экономики Татарстана. В ней трудятся больше 50 тысяч человек. По итогам прошлого года нефтегазохимические предприятия выпустили продукцию на 2 триллиона 800 миллиардов рублей. Это 60% республиканского объема производства. Увеличили объем выпуска автомобильного бензина, дизельного топлива, удобрений, метанола, шин, резинотехнических изделий, технического углерода, эластомеров. Химия – жизнь, такая есть избитая вроде бы поговорка, но это действительно так. 8 из 10 предметов, которые нас окружают, сделаны из синтетических материалов. Мы точно совершенно ежедневно, во многом даже ежеминутно встречаемся с результатами работы той отрасли, к которой, я уверен, большая часть здесь присутствующих относится. Я поздравляю вас, хочу сказать слова благодарности за те успехи, которые есть у нас совместные. Лучшим нефтехимикам вручили награды. Здесь и молодые специалисты, и ветераны отрасли. Для всех нижнекамцев большая концертная программа, барабанное шоу, выступления творческих коллективов Нижнекамск нефтехима. Кульминацией станет концерт популярной группы Гаязов Бразерс. Праздник завершится салютом. Вероника Гайнудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Нижнекамск.
Татарстан занимает первое место в рейтинге цифровизации предприятий, что повлекло высокий спрос на кадры в высокотехнологичных отраслях. Уже к следующему году в республике будут нужны почти 40 тысяч человек, а в течение 7 лет свыше 170 тысяч таких специалистов. Об этом сегодня говорили на заседании Комитета Госсовета Республики по экономике. Ситуация связана с переходом промышленности республики в фазу так называемой цифровой зрелости и внедрением робототехники. В лидерах КАМАЗ. Так, уже в прошлом году на каждые 10 тысяч человек там приходилось 60 роботов. К 2030-му будет по 280. Главная проблема предприятий, работающих на зарубежном оборудовании – программное обеспечение. С уходом западных компаний нужны отечественные IT-продукты. Республика нуждается в программистах и специалистах в области информационной безопасности. На заре советской власти занимались ликбезом всеобщей грамотности. Нам надо, вот министерством посмотреть надо по цифровизации, какая работа ведется ведущими менеджерами, инженерами, и исходить из того, что дойти до наладчика оборудования, который высшей квалификации токаря. Здесь требуется, в принципе, на мой взгляд, большая исследовательская работа, как изменится спрос на рабочую силу при условии, по сути, замещения традиционных технологических цепочек, которые связаны в основном через металлорежущие станки и прочее. Мы никогда не преодолеем дефицит рабочей силы по металлорежущим станкам. Мы это видим. Никто не хочет за станки традиционные вставать, которых очень много. Подшефный город Татарстана Лисичанск опять пострадал от вражеских прилетов. Украинские боевики выпустили по центру города 6 ракет из реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Целились прямо в жилые многоэтажные дома. В результате обстрела повреждены 2 девятиэтажки. Погибли 2 мирных жителей, 3 получили ранения. Свидетелями обстрела стала и наша съемочная группа, которая в эти дни работает в Лисичанске. С места событий Алина Сулейманова и Андрей Ключников. Подожди, она бежит! Лена, иди сюда! В обед в центре города прогремели взрывы. Ракетные удары ВСУ были нанесены по 2 соседним жилым домам один за другим в течение нескольких минут. Не все успели найти укрытие. Многих эти обстрелы застали прямо на улице. Люди шли с работы на обед. Приходилось прятаться за стены зданий. Жилой квартал заволокло дымом. Может быть, и во дворе дома там точно. 2 точно мы видели крыши. По несколько этажей. Мишкин батя пришел, сказал, 96-й дом. Прям в дом попало. Несено, да? Да. Мы чудом не пошли. Мы собирались идти, потом зашли в магазин. Хорошо, там стена, короче, мы тут за стену там запрятались. Во дворы обстрелянных 9-этажных домов как раз в это время привезли чистую питьевую воду. Дома пока не подключены к городской системе водоснабжения, поскольку не раз оказывались под обстрелами ВСУ, и в них серьезно повреждена система коммуникаций. А сегодня вы были дома, когда произошло это? Нет, на работе. На работе были, да? Да. А дома кто-то был? Муж был, он всегда в той дороге ходит по воду. Там все ж люди ждут воду, туда ж вода приезжает. И как вообще, что рассказывает? Вы же домой сразу побежали с работы. Были дома как раз все, осколки летели по всем этим. Ольга Медведева, жительница соседней многоэтажки, рассказывает, что украинские боевики обстреливают эти дома уже не первый год. Вражеские прилеты были и в 2014 и в 2022. Тогда погибли многие соседи, среди них беременные женщины и ребенок. Они били по гаражу, попали, еще попали, там яма, если видели яму, тогда человека там разорвало полностью по куску, ракета прям туда упала. Земля так вверх поднялась и вылила. У нас же там и кладбище было, прямо возле магазина. Их перековали уже людей. Погибла мать с ребенком, беременные люди, 15 или 20 человек. Оттуда, из этого дома, да? Ну вот, где вот это они пытаются ж опять. Татьяна Полстяная живет в соседнем доме. Она застала ракетные удары в квартире, окна которой выходят на обстрелянные дома. Она тоже помнит, как в 2022 году пряталась в подвале. Вражеские снаряды тогда летели словно по той же траектории. Татьяна Петровна, устали, наверное, от этих вражеских прилетов бесконечных? Не то слово. Мы никуда не выезжали. И в 22 году вот это был. Именно этот дом прилет был, да? Этот и этот. Пострадали наши дома. Все. А сегодня я была в квартире на 8 этаже, окна туда выходят. Слышала
Первый раз. От вражеских ракетных ударов погибли 2 мирных жителей. Разрушено более 40 квартир. Сотрудники МЧС и городских служб Лисичанска, несмотря на возможные повторные обстрелы, продолжают разбирать завалы. Жилой квартал оцеплен. На месте работают и сотрудники Следственного комитета. Алина Сулейманова, Андрей Ключников, ТНВ. Цена вопроса – 6 триллионов рублей. Их надо забрать либо у государства, либо у бизнеса. В Госдуме обсуждают реформу налогового законодательства. О каких ставках идет речь, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Татарстан продолжает увеличивать объемы поставок зерна за границу. С этого года появилось новое направление – Китай. В Поднебесную наша республика отгружает пшеницу. Как сообщили сегодня специалисты Центра оценки качества зерна, в Китае жесткие требования. Зерновые проверяют более чем на 500 пестицидов и агрохимикатов, тогда как в России на 230 показателей. В прошлом году наши специалисты исследовали более 2500 проб, в этом порядка 500. Если же уже сельхозтоваропроизводитель либо трейдер готовит партию на экспорт, он ее уже тщательно заранее проверяет. То есть мы выезжаем не один раз на отбор проб, мы выезжаем даже многократно, то есть он ее формирует, и мы тщательно ее исследуем, и выявлений по экспорту у нас таких резонансных случаев не было. В Казани стартовал всероссийский фестиваль-форум «Литературный флагман России». Место выбрано не случайно. Татарстан стал самым читающим регионом страны прошлого года. В фестивале принимают участие представители 80 регионов страны. Среди них и победители прошлых лет. Все они делятся лучшими региональными практиками по продвижению книги и чтения. Рассказывают о развитии инфраструктуры отрасли. Обсудили и создание единой для всей страны цифровой книжной платформы. Страницу новой истории книжного дела страны приоткроет Алия Хайрудинова. Татарстан стал самым читающим регионом России. В лидеры его вывел проект. Ему уже 4 года, и называется он «Передвижная библиотека». И таких успешных проектов по всей стране огромное количество. О них сегодня говорили в Казани. Проект «Передвижная библиотека» реализовала детская библиотека имени Роберта Миннуллина. На протяжении 4 лет они выезжали в детские сады, школы, лагеря и знакомили юных читателей с миром книг. Отрядами приходят в нашу библиотеку. У нас есть там стационарное место, куда приходят каждый отряд, берут книги. В течение всей своей смены они читают. А также мы их, конечно же, привлекаем интересными конкурсами. Арт-фото с книгой. Да? Например, там самый читающий ребенок лагеря. Сегодня такими проектами делятся представители 80 регионов. Гостей от имени Раисы Республики приветствовала вице-премьер Лейла Фазлеева. Сегодня Казань является городом с самым высоким показателем обеспеченности книжными магазинами. Один книжный магазин на 25 тысяч жителей, но я думаю, что есть к чему стремиться, дорогие коллеги. Большой популярностью пользуются у нас библиотеки. Их в Татарстане насчитываются более 1500. Сегодня фестиваль, форум «Литературный флагман России» – это своеобразная выставка достижений книжной индустрии. Ульяновская, Воронежская, Иркутская области, Санкт-Петербург, Якутия, Новосибирск. Все они победители прошлых лет, и каждый сумел найти своего читателя. Несколько лет назад сделали в Ульяновске такой проект «Читающий транспорт». То есть мы забрендировали автобусы, троллейбусы, трамваи. И там у нас приклеена лента, на которой созданы QR-коды, которые обращают именно к чтению, к книгам. Очень часто наши мероприятия, наши события перерастают из областных не только во всероссийские, но и в международные. Так, например, сетевая акция «Читаем о блокаде», которая была задумана как областная, стала и объединила 84 региона. Беларусь. Мы привозим наших писателей из России, из других стран, устраиваем встречи, открытые дискуссии для всех читателей. Но мы видим, что у детей, у подростков возрастает интерес к чтению, к общению, к обсуждению. Подходы разные, цель одна – создать единую книжную экосистему. Сюда войдут библиотеки, издательства, авторы и сами читатели. Чтобы у каждого россиянина в его мобильном телефоне на первом экране была книжная кнопка. Пока такой цифровой всероссийской платформы нет. В Татарстане ее разработали 7 лет назад. Благодаря проекту «Центр татарской литературы» книги наших авторов доступны по всему миру. Когда мы создавали площадку электронных книг, мы ведь в первую очередь думали о том, чтобы вопрос доставки
перекрыть. Но, к нашему удивлению, то количество доставки книг, которое было и за пределы, и внутри Татарстана, оно также и осталось. А вот эта электронная платформа, она позволила нам открыть новую целевую аудиторию. Еще одна проблема, которую сможет решить всероссийская цифровая платформа, это книжная дистрибуция, говорят специалисты. Есть проблема именно связана с розничной сетью, которая является в большей степени федеральными, и небольшие издательства не всегда имеют возможность выхода. А вот цифровые решения, как раз создание стандартов, это позволит разорвать вот эту локальность и выйти на федеральные площадки и работать там более удобно и доступной форме, предлагать читателю те произведения, которые издаются у нас в республике. Может ли отрасль претендовать на всестороннюю государственную поддержку? И как книжную экосистему не превратить в свалку? Обмен мнениями продолжится до конца недели. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. В Казани завершился Всероссийский библиотечный конгресс. В этом году он впервые обрел международный статус и собрал 80 зарубежных делегатов из 12 стран мира. Сегодня здесь назвали библиотечную столицу России 2025 года. Ей стал Ижевск. Символ заместителю председателя правительства Удмуртской республики Натальи Тойкиной вручила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Здесь же было принято положение о Всероссийском библиотечном движении «Вместе сильнее». Оно направлено на объединение усилий по поддержке библиотек в новых регионах. Также сегодня на 3-летний срок избрали президента Российской библиотечной ассоциации. Им стал руководитель госбиблиотеки Вадим Дуда. Здесь же наградили медалями отличившихся сотрудников. Кроме этого, провели посвящение в профессию молодых специалистов. Мы сегодня практически все выстраиваем вокруг физического лица. Если вы видите, что ребенок ходит в библиотеку, вы можете завлечь в библиотеку его родителей. И наоборот, если родители активные пользователи. Необходимо налаживать более тесные контакты с государством. Надо слышать задачи государства, приоритеты государства. Конечно, надо уважать наши библиотечные традиции. И на стыке этих двух подходов наверняка мы сможем найти очень много дел, которые будут так полезны нашему государству, нашему сообществу и, конечно же, нашим читателям. Национальная библиотека выдержала, она не треснула по швам, хотя 29 секций работал у нас при полных аншлагах, включая 46 книжных издательств. Вы понимаете, вы это видели, да? В школе наставничества некоммерческих организаций прошел выпускной. Его отметили креативно, но в национальных традициях в формате сабантуя. Позади зональные сессии, онлайн-обучение, презентация стратегического развития от руководителей НКО. Впереди работа с полученным багажом знаний и опыта. Как подводили итоги первого учебного года, в следующем сюжете. Школа наставничества некоммерческих организаций – пилотный проект, разработанный Общественной палатой республики и благотворительным фондом «Акбарс Созидания». Его цель – помочь представителям некоммерческого сектора выйти на профессиональный уровень развития и устойчиво развиваться. Мы в этом году обучали семейно ориентированные НКО, более профильные. И, конечно, от решения этих задач атмосфера благополучия прежде всего зависит в каждом поселке или деревне. Поэтому значимость огромная. Занятия проводили бизнес-тренеры корпоративного университета Акбарсбанка в качестве интеллектуальных волонтеров. То есть этот проект полностью благотворительный. Первые ученики школы – это 120 семейно ориентированных некоммерческих организаций со всего Татарстана. В рамках образовательной программы участники с помощью бизнес-наставников разрабатывали стратегии развития своих организаций, работая в группах, учились выстраивать партнерские отношения. Когда ты выстраиваешь эту работу по взаимодействию не только со своими благополучателями, но и с партнерами, ты очень четко понимаешь, какое место занимает твоя организация, что конкретно сегодня здесь ты можешь сделать для этих благополучателей. Уникальность нашего спектакля заключается в том, что он не просто музыкальный, инклюзивный, а он и лингвистический. Мы подаем материал на разных языках мира. Таким образом мы прокачиваем нотку патриотизма, содружества, а также толерантного отношения к другим народам мира. Образовательная программа по стратегическому управлению будет продолжаться. В новом учебном году школа наставничества некоммерческих организаций вновь откроет свои двери.
В Казанском зоопарке река Замбези пополнение. Здесь впервые родилась зебра. Малышка появилась на свет в минувшие выходные. Ее временно назвали Ромашка. Имя дали по отцу, которым стал самец Ромак из Чехии. Зебры вынашивают детенышей раз в 3 года, поэтому такое событие редкое для зоопарков. Новоиспеченная мама и ее малыш чувствуют себя хорошо. Сейчас оба находятся в вольере отдельно от других членов полосатого семейства. Делается это, чтобы детеныш мог запомнить маму. Для зебр черно-белый узор подобен отпечатку пальцев у человека. Он уникален и неповторим, отмечают в зоопарке. Первые 2 месяца жизни Ромашка будет кормиться материнским молоком, уже потом перейдет на взрослое питание. Тем временем она уже учится бегать и пока ни на секунду не отходит от мамы. В ближайшее время зообудсад объявит конкурс по выбору имени для нового животного. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимуллин. В Татарстане сохраняется ясная погода. Подробности после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в мае со скидкой 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафе-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс Погода, в Варске, Высокой горе и Балтасях будет переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 17-20, ночью 9-11 градусов тепла. В Буинске, Апастово и Тетюшах солнечно, дождей не обещают. Температура днем 18-19, ночью от 8 до 12 градусов тепла. В Чистополе, Новошишминске и Мамадыше тоже ясно, дождей не ожидается. Температура днем около 18, ночью от 5 до 11 тепла. В Набережных Челнах, Агрызе и Актаныше будет переменная облачность, без осадков. Температура днем 15-17, ночью 7-10. В Альметьевске, Азнакаево и Урусу температура днем 14-16 градусов выше нуля, ночью 5-6 градусов со знаком плюс. Здесь тоже солнце и без осадков. Комфортную погоду обещают и в туристических городах республики. В Сыяжске температура днем 20, ночью 12 градусов тепла. Будет переменная облачность, дождей не ожидается. В Болгарах днем 18, ночью около 12 градусов выше нуля. Здесь солнечно, небольшая облачность без дождей. В Елабуге температура днем 18 градусов. Ожидается переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ночью 10 градусов тепла. Продажа квартир в жилом комплексе «Новые Горки» в строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой White Box в окружении Горкинско-Аметьевского парка и шаговой доступности к метро «Горки». Узнайте подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2 677 677. Банк «Аверс» оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани температура составит 20 градусов тепла днем и 13 градусов тепла ночью. В столице солнце тоже будет чередоваться с облаками. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 765 мм ртутного столба. Ветер около 5 метров в секунду. Влажность 18%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Всего хорошего. До свидания.